Апсотили хуапшра яцнацойт апсна ахадарахи кандидат шарчшафера. Хлопзеку. Яхя общашам. Зана цыша сгуахта зипш, ишьяшу айцо айфир, уахадалахуб, ахюнткара хадарахи, кандидат Рауль Хаджимба. Взяла фябит. Добрый вечер, дорогие телезрители. Мы продолжаем прямые эфиры с участием кандидатов в президенты. И сегодняшний гость нашей студии Рауль Джункович Хаджимба. Рауль Джункович, так уж сложилась традиция. Вначале, до того, как я начну задавать вам вопросы, я ознакомлю наших телезрителей с вашей биографией. А затем мы перейдем к вопросам, их у нас очень много. Хаджимба Рауль Джункович родился 21 марта 1958 года в городе Ткварчал. С 1965 по 1975 учился и окончил Ткварчальскую среднюю школу номер 5. С 1975 по 1976 работал слесарем на Ткварчальской ГРЭС. С 1976 по 1978 проходил действительную воинскую службу в рядах Советской армии. С 1978 по 1979 работал в доме отдыха Гумиста слесарем. С 1979 по 1984 учился и окончил юридический факультет Абхазского государственного университета. С 1984 по 1985 юрист-консул Сухумского химзавода. С 1985 по 1986 учился и окончил школу Комитета государственной безопасности СССР в городе Минск. С 1986 по 1992 год сотрудник КГБ города Ткварчал. С 1992 по 1993 начальник разведки и контрразведки Восточного фронта. С 1993 по 1995 год служил в органах государственной безопасности Республики Абхазия. С 1996 по 1999 начальник отдела по борьбе с контрабандой, заместитель председателя Государственного таможенного комитета Республики Абхазия. С 1999 по 2003 год председатель службы государственной безопасности, министр обороны, первый вице-премьер правительства Республики Абхазия. С 2003 по 2004 год премьер-министр Республики Абхазия. С 2005 по 2009 год вице-президент Республики Абхазия. С 2009 года лидер Республиканской политической партии Республики Абхазия Форум народного единства Абхазии. С 2012 по настоящее время депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия. Генерал-майор, кавалер ордена Леона, женат, отец 2 детей. Рауль Джункович, получается, в нынешних президентских выборах участвуют 4 генерала. Это случайность или же стране необходим лидер-силовик? Я думаю, так случилось. Но что именно 4 генерала, я думаю, все-таки есть определенная востребованность и ностальгия к порядку. Возможно, это подвигает людей к тому, чтобы как раз в этом процессе принимали участие люди военные, люди силовики. В истории были уже такого рода люди. Я думаю, известный генерал де Голь, который эффективно как раз-таки управлял этими процессами. Управление государством – это не самое легкое дело. Надеюсь на то, что у наших генералов, у тех, кто идет, в том числе и у меня, хватит принципиальности, ума для того, чтобы маленькое наше государство стало эффективным. Ваш предвыборный девиз так звучит: «Стране нужны перемены». Расскажите, какие конкретные перемены предлагает ваша команда? Я думаю, что самые главные перемены – это должны быть перемены в политической системе. Мы говорим о политической реформе, о перераспределении полномочий между президентом, парламентом и кабинетом министров. Мы говорим о необходимости перемен в избирательной системе. Мы говорим о необходимости перемен в формировании местных органов власти, создании условий выборности глав администрации. Мы говорим о необходимости соответствующих изменений
в системе экономического становления нашего государства. Мы говорим о необходимости перемен в народном образовании. Мы говорим о переменах в нашей криминогенной сложной ситуации. Все это в комплексе создает вот тот необходимый пакет наших предложений, которые мы хотим заявить и претворить в жизнь. С вашего разрешения я перейду к вопросам от телезрителей. Их очень много. Но очень надеюсь, что ваши ответы будут конкретными и короткими. В конце у меня будет возможность задать свои, на мой взгляд, интересные вопросы. У нас 40 минут. Это время установлено ЦИКом одинаково для всех кандидатов. Вопрос задает Амра Габуни. Ваши сторонники называют Бжаня дезертиром, хотя есть факты, что он находился в Гудауде. Можно ли тогда назвать всех, кто с оружием не был на линии фронта, дезертирами? Ну, что касается моих сторонников, я сейчас не могу комментировать, были ли такие факты или нет, но с моей стороны было бы, наверное, некорректно называть и комментировать какие-то эпизоды биографии моих оппонентов. Тем более, что именно касательно военного периода я мало что знаю об этих лицах, кроме, как говорится, Мераба Кишмари. Мераб Кишмари, который прошел войну на Восточном фронте, я находился там, это тот доблестный командир, который, во всяком случае, вел свои подразделения к победе. Об остальных я сейчас не готов говорить. В нашей стране депутатами парламента могут стать люди с криминальным прошлым в случае вашего избрания. Можете внести изменения в закон о выборах, чтобы криминальные элементы не были допущены в народное собрание, что компрометирует парламент? Иванова, Галина. Ну, думаю, что такое не должно иметь места. Мы как раз таки и говорим о том, что нужно принять соответствующие меры по реформированию системы вот как раз таки набора в парламент. Это как раз одно из условий, которое позволит нам перейти к пропорциональной системе, которая создаст условия для того, чтобы такого рода ограничения были бы. И что касается возможности как раз таки недопущения такого, это важный момент для того, чтобы государство было эффективным и потом не упрекали бы кого-то либо, почему именно такое лицо находится в системе, предположим, законодательной власти. К сожалению, не только парламент, но и в исполнительной власти не должно быть такое лицо, хотя многие из тех, кто имеют отношение к исполнительной власти, не будучи криминальными элементами, воруют у государства не меньше, чем сами эти криминальные элементы. Ну, такой вопрос существует, раз вы сказали о коррупции. Владимир Зантария спрашивает, как вы себе представляете борьбу с коррупцией в стране? Ну, это в первую очередь, я еще раз хочу заметить, что для нас важно вот то, о чем мы говорили в начале, это реформа политической системы, которая позволит совершенно по-другому подойти к решению этих вопросов. Нужна законодательная база для того, чтобы изжить эту ситуацию. Система должна работать открыто и прозрачно. Мы говорили и часто повторяем о том, что должна быть система электронного правительства, которая будет открыто представлять весь документооборот, все те решения, которые принимаются властями, что как раз таки минимизирует вопросы и коррупционных схем. Ну вот тут есть вопрос о кредитах, я думаю, в тему можно продолжить. Все время слышим о должниках. Как вы сможете вернуть кредиты? И сможете ли заставить всех, в том числе и своих нынешних сторонников? Ну, я думаю, кредиторами были люди разных политических воззрений. Я не согласен с тем, что нужно делить на людей, как говорится, на своих и чужих сторонников в данном случае. Но, к сожалению, действительно очень большое количество сумм, которые повисли и не возвращены. И дело не президента решать вопросы возврата кредита. Есть соответствующие институты, есть соответствующие органы, которые должны в полной мере выявлять такого рода явления и ставить вопросы необходимости возврата государству всех причитаемых сумм. Но я надеюсь на то, что те перемены, которые ждут нас, позволят вернуть сполна все эти кредиты. Рауль Джунгаевич, в случае вашего избрания вы готовы свои президентские полномочия перераспределить между соответствующими органами? Но я как раз таки об этом и говорил в начале. Перераспределение полномочий как раз и преследует цель минимизации вот этих полномочий. То есть отдать какую-то часть парламенту, в части касающихся, например,
тех же вопросов утверждения премьер-министра, соответствующих работ, связанных с деятельностью Кабинета министров. И это нормальный процесс. Я думаю, что ничего страшного здесь не произойдет. Евгений Синявский спрашивает, с 2006 по 2013 годы бюджетные расходы на содержание госохраны увеличены с 12 до 96 миллионов рублей. В то же время абхазская пенсия не превысила 500 рублей. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, действительно, это сложная тема, и мы часто озвучиваем. Социальное положение наших пенсионеров вызывает, конечно, тревогу и возмущение. Тогда, когда не только именно пенсионеров это касается, этот дисбаланс существует во многих направлениях. 96 миллионов, предположим, выделяемых на охрану, наверное, превосходят те суммы, которые получает, например, АГУ на годовой свой бюджет сумму в 50 миллионов. Или сельское хозяйство по всей нашей республике, аграрный сектор получает всего тоже порядка где-то 50 миллионов. Это несоизмеримые цифры. Этот крен в сторону обеспечения безопасности, предположим, охраняемых лиц, должен измениться. Мы должны создать условия перенаправления этих средств и многие те средства, которые не только на охрану президента, а и по другим направлениям. Я думаю, что не секрет, сотни миллионов, которые раздавались по понедельникам, неэффективны. И они неэффективно сказались на положении дел с нашим народом, с нашими людьми. Эти возможности можно было бы спустить вниз тем структурам, тем главам администрациям, тем социальным институтам, авторитет которых, возможно, бы изменился бы в лучшую сторону. Тема я тхолопа из пьесара, психол их упозывана, психола сапхит. Людмила Цубихе пхалыстара. Шерашют галуются и снаги Александр Анкваб, а хунджа и куртуй. И шил шума уи от сухо авчара. Ну, а критика хунджа, которую пханили пхедзозер, создаром, аха харт ха критика мчин. А я шазухан уя парламента анги. Ну, кузалаги, айзер курчун, хайзер курнома, да чаджерома, столгич курчома. Яхне хон иqza проблемаку. Уи яхтзама хунджактора. Уи яхтзу издыруада харахавазар, издыруада уртатагылазаашаку чейм иqкун хунткара азыр шуаз хтагылазааша азыр шуаз уицас ами иqлу ирзуқцозархан. Аха уи саразгана хала, сасвизчаргана хала, хатала туниханги сара стриятахна аз ихц длазруаз мгана яхамхати ахамзац. Агир хвия данир хуира иqazцо уя хунткара хабр рах ишрукуртуш. Хардге штасаш целый у меня урсвилохозер выработался иммунитет на эти вопросы. Так что я думаю, ничего страшного. Алиана, телезрительница наша, психолог из Зарашуха, услухой татара кытан щук гларачи шхейт апсуа пенсия хунызык матыху паха хунткара и щуна тот хуш матраку негирта джиба хитсонха. Излащак шургой шавжока. ويشدزم يسرى إذا كوزا الله هنتكرر أنا وسويش تكرر خنوزك ما تا بنسي شغم يبزيدن يزدروت حواجلر خوش ما تخروا أزوحان إن كوزا الله جنس حس دارز حتشوب خشود ويالله تشابير حنوب حزلة تشابيوس أجيرخ خنوزك ما شغم حركي بزيدن يحدود. أيوة بارس цара экономика وبكترك нас حزخن حوت يجنيوس بس цара شو стоит تربح درجان بربشن خود ساويت شو تقولي تشخني وزخنجرة وسرحوت شرافي президент خرب алхракоуи и формалт усупха абри خش حاوي. Скуяна год ари и формалт усцем, а президент ицо дал изхва хаважлерро. Ей хабжизава ويبكي قوي ويحنا ربيت بستازارة هيردال خرقران يجا أوي درجاب كرجي يتخرجي هاجل ريال رخز يبكي гнева انكر أي خبر. Вопрос от инвалида на Чкебе Рауля. Месяц не получаю пенсию по инвалидности. С чем это связано? Наверное, не совсем по адресу, но тем не менее. И чем вы можете помочь инвалидам войны в случае вашего избрания? Ну, что касается Начкеби, я готов буквально завтра переговорить с руководством и с теми, кто отвечает за эти пенсионные дела, и попытаться узнать, почему именно ему не дана эта пенсия.
А что касается вот вопросов, связанных с проблемой пенсионных вопросов, я думаю, что инвалиды войны должны получать пенсии и намного больше. Это те люди, которые создали нам возможности для того, чтобы мы спорили на политической арене, чтобы наши дети сегодня росли в другом совершенно измерении, в другом государстве, независимом государстве. И я знаю проблемы, которые сегодня существуют. Есть пенсии, есть выплаты, которые должны идти за награды. И когда мы их разделив, предлагаем выбрать одну из них, это неверный подход. Люди войны должны получать обе причитающиеся им пенсии или за те награды, которые они действительно складывали в свою голову, получали ранения. Увеличить пенсионерам пенсию, инвалидам увеличить пособие детское. У нас есть в Абхазии такие ресурсы, из чего можно бы строить и развивать экономику? Я могу сказать, без сомнений, есть эти ресурсы, и они значительные. Если посмотреть на то, что происходит в нашей экономике, в части касающейся использования финансовых средств, сумма сегодня собственных возможностей составляет порядка 3 миллиардов с чем-то. А могла бы она быть даже при самых минимальных усилиях, если правильно все это подходить к решению этих вопросов, порядка 10 миллиардов. А для того, чтобы быть в полной мере государством с решением всех социальных вопросов и созданием условий нормального развития государства, бюджет должен быть порядка 1 миллиарда долларов. И это тоже перспектива, но она возможна. Возможно, реально возможно. И такие возможности можно сегодня даже проследить. Те суммы, которые приходят в качестве российской помощи, те суммы, которые откладываются, предположим, в Сбербанках под цифрам, которые видны, направляются в качестве переводов средств стран Средней Азии, равняются 3 миллиардам. Мы сами получаем своих, те, что в бюджете мы отображаем, это порядка 3 миллиардов. Если поднапрячься, то можно еще получить те суммы, о которых я как раз таки говорил, это порядка 10 миллиардов рублей. Угу. Про малый бизнес вопрос. Возможны ли кредиты для мелких предпринимателей от Оксаны Барганджи? Возможны и необходимы. Это нужно делать для того, чтобы как раз таки, мы часто говорим о развитии малого, среднего бизнеса, но как таковой, к сожалению, этой возможности мы не предоставили. Часто говорим о том, что нужны длинные рубли под малые проценты, которые позволят в долгосрочной перспективе как раз таки развивать направление среднего и малого бизнеса. Это реально, это возможно. Просто наша банковская система должна быть более открытой, более возможной для получения этих кредитов. Проценты этих ставок по кредитам должны быть минимальными. В случае, если вы проиграете выборы, вы готовы поздравить избранного президента? Я это делал уже неоднократно. Я готов это сделать и сейчас, если таковое произойдет. Раз мы немножко говорим о прошлом, то на прошлых 3 выборах вы не собрали необходимые 50% голосов. Что изменилось сейчас? За счет чего ваших избирателей стало больше? Я думаю, за последние годы люди видели, насколько мы активно создавали возможность объединения наших усилий всех политических организаций, общественных организаций, имеющихся в Абхазии. Сегодня фактически из 14 политических и общественных организаций, существующих в Абхазии, 12 находятся в составе Координационного совета. И это показатель, который как раз таки говорит о возможности получения больших возможностей на этом политическом процессе. Про вас говорят, в коррупционных схемах не участвовал. Честный, объективный, с чистой биографией, опытный политик, хочет и знает, как принести пользу своему народу и государству. А по какому принципу, по каким качествам вы будете отбирать людей в свою команду? Я думаю, вы перечислили все те качества, которые необходимы и команде. Команда должна быть энергичной. Я думаю, что команда должна быть как сплав и опыта, и молодости. Тех людей, которые готовы сегодня, здесь и сейчас менять ситуацию в стране. А что касается всех этих качеств... У вас есть такая команда? Есть. И у нас достаточно молодых людей, которые сегодня по своему образовательному уровню, по своему опыту работы уже достаточно могли бы эффективно
работать в системе государственной власти, в управленческой системе. И надо их просто видеть, с ними надо просто говорить, им надо доверять. Вот вопрос в тему от Дмитрия Запшипа. Какова будет роль молодежи? Будут молодые в вашей команде? Да, том, можете раскрыть просто доверять тему. Нужно этим молодым, слушать. И нужно знать, что вокруг нас есть умные люди, а иногда и умнее, чем тот, кто разговаривает с ним. И принимать это. А молодежь сегодня настолько образована, она настолько активна, что не учитывать их возможности было бы совершенно неверно. Нужно создавать условия для того, чтобы они приходили в бизнес. Нужно создавать условия для того, чтобы они получали возможности для становления молодой семьи. Чем больше мы их будем привлекать к этим работам, тем больше возможностей будет у самого государства. Моя ложка дегтя в бочке меда. Какая-то часть общества ваших сторонников называет агрессивными, мстительными, самонадеянными. А как вы видите имидж своей команды? Хотя вот частично вы уже ответили, но... Вы знаете, я думаю, что судят, наверное, больше по мне, а не сколько по моим сторонникам. Мои сторонники и я, мы нормальные люди. Мы умеем улыбаться, мы тоже огорчаемся от неудач. И никакой мести быть не может. Мы хотим, как и все, те, кто сейчас нам оппонирует, чтобы Абхазия состоялась, чтобы она развивалась, чтобы наши дети имели будущее, и будущее хорошее. Вот, кстати, вот раз вы сказали о наших детях, я сегодня, готовясь к эфиру, пообщалась с одним политиком, который сказал, на мой взгляд, интересную мысль. Давайте спросим у своих детей, им нравится жить в стране, которую мы для них строим. Вот я задумалась и даже не поленилась, обзвонила нескольких детей, друзей и так далее. И вот и как получается такая картина, что отвечают они? Все любят родину, уважают историю, свой народ, но на самом деле им некомфортно жить в нашем государстве. Спрашиваю, почему? Потому что в сравнении с другими странами мы отстаем в развитии, того-то у нас нет, вот у них это есть в Европе, там, и даже в России. Получается, что мы строим страну для них, а им не нравится то, что мы строим. Не могу совсем согласиться, но во всяком случае, наверное, есть определенные проблемы, которые, конечно, имеют место. Наша молодежь действительно патриотичная, наша молодежь любит свою страну. Но и нам надо создавать условия, которые будут совершенно по-другому представлять нашу молодежь. И не только внутри страны, но и вне ее пределов. Сегодня молодые хотят другой жизни, другого отношения. И это отношение будет зависеть от того, в первую очередь, какое образование мы им будем давать. Я считаю, что тот уровень образования, который сегодня есть у нас, он отстает. И чем больше будет возможностей предоставлено в этом направлении, тем больше будет возможностей и для самой молодежи. Вот мы говорим о том, что наши дети учатся до 4 класса на абхазском языке. Государственным языком по нашей Конституции является абхазский язык. А потом резкий скачок с 4 по остальным уже следующим классам идет процесс обучения на русском языке. Нам нужно постепенно адаптировать те гуманитарные предметы, которые возможно сегодня было бы перевести. Создать условия для того, чтобы наши дети обучались в профильных классах, имели бы возможность обучаться в соответствующих специализированных школах, чтобы в наших средних школах и, может быть, даже в нашем высшем учебном заведении были бы уже совершенно другие подходы, связанные с возможностью получения соответствующих специальностей, которые, к сожалению, сегодня стали уже непопулярными, но они нужны. Это строители, это сварщики, это многие другие специальности, которые нужны каждый раз, каждый день. И поэтому я думаю, что вот эти подходы приведут к тому, что наши люди, наша молодежь будет занята и получать будет достойную заработную плату. Тогда интерес будет совершенно другой. Значит, надо прививать другие ценности, не наркотики, не обязательно диплом в кармане высшего учебного заведения. Я думаю, что и диплом нужен, но диплом специалиста той или иной сферы с подкрепленной хорошей заработной платой. Создаться условия для того, что не просто была бы беготня за каким-то дипломом, за какой-то корочкой, а именно то, что позволит жить качественно, на совершенно другом уровне.
молодому человеку. Хорошая заработная плата. Это какие цифры, Рауль Джунгович? Это такие цифры, которые, если сравнивать, президент страны, премьер-министр, спикер, депутаты получают порядка 9 тысяч рублей. А те, кто охраняют наших первых лиц, получают значительно больше. Вот этот дисбаланс нужно сделать таким, чтобы и охранник получал достойную зарплату, но и президент страны, и премьер-министр получали такую зарплату, которая будет способствовать большей ответственности, большему качеству работы. Вот тогда у нас будет совершенно другая ситуация. Угу. Очень много разных вопросов на социальные темы от телезрителей. Я вот просто коротко про. Где-то закрыли ясли, где-то родительские взносы в детских садах, вот 1300 рублей, вот с Гудауты был вопрос. Кто-то просит перевести наших граждан, отбывающих срок в российских тюрьмах, в Абхазию. Частые аварии на дорогах, машину скорой помощи для Очимчирского района. С Гудаутского района медики просят, то есть тоже интересует вопрос медицины в Гудауте. Возобновление выдачи российских паспортов, общежития для студентов, пособий многодетным семьям. То есть и 10 эфиров нам не хватит, чтобы все эти вопросы озвучить. Но можете вот по этим темам на какой-то конкретный... Я думаю, что все эти темы достаточно злободневны. Люди поднимают, когда соприкасаются с теми или иными трудностями. Вот в частности, касающиеся темы здравоохранения. Я часто слышу и вижу недовольство наших людей. Та же Гудаутская больница, тот же, вот, например, случай в городе Топорчал, при отсутствии соответствующих медицинских возможностей, когда люди, подвергшиеся эпидемии, той ситуации, которая была буквально некоторое время тому назад, и когда медицина не может в полной мере создать условия обеспечения соответствующими лекарственными препаратами, соответствующими условиями, это, наверное, очень плохо. Нам нужно, чтобы во всех районах были условия, которые позволят нашим людям совершенно по-другому принимать эту медицинскую помощь. Вопросы тех же пенсионных тем. Наша пенсия, которая мы буквально минуты 2-3 тому назад говорили о 500-рублевой пенсии. Это унизительная пенсия. Тогда, когда прожиточный минимум в нашей стране определен как порядка исчисления порядка 5000, по-моему, рублей с лишним. Можно ли, как говорится, сравнить 5000 и 500 рублей? Вопросы, связанные с образованием, о котором мы говорили, качественное обслуживание в тех или иных сферах. Все это требует соответствующего радикального подхода, решения вот здесь и сейчас. Завтра это уже будет поздно. Сегодня нужно решать эти проблемы. Насколько необходимы реформы в туристической сфере? Мы часто говорим о том, что туризм, туристическая сфера – это локомотив нашей экономики. Без этой сферы вряд ли что можно будет изменить в Абхазии. Туристическая сфера притянет потом развитие уже и других направлений деятельности. Аграрного сектора, транспортной сферы. Тем более, что у нас есть возможности запустить аэропорт, чтобы и более эффективно работал наш морской порт, чтобы были возможности запустить железную дорогу. Вопросы, связанные с Транскавказской магистралью через Кадорское ущелье. Это все то, что создаст нам совершенно другие условия. Создастся условия наполнения бюджета другими цифрами. И это все реальность. По поводу нефти вы не сказали. Вот нефть. Вот в Норвегии и Нигерии добывают, две страны добывают нефть, две страны, в которых добывают нефть. Норвегия благополучная страна, а Нигерия так и не вышла из нищеты. В чем эта проблема? Я думаю, вы должны были бы договорить до конца. В Нигерии тоже добывают нефть, и не в меньших количествах. Да, но это к сожалению, вот такая ситуация. И поэтому нам, наверное, когда говорят о том, что нефть станет панацеей всех наших проблем, наверное, не совсем так. У нас есть то, что мы могли бы в полной мере использовать. Это наши возможности, связанные с нашей природой, с нашими климатическими условиями. Нефть – это тонкая сфера деятельности. Здесь нужно учитывать и экологические вопросы, вопросы и политического характера. Я часто говорю о том, какие риски могут быть, и в части, касающейся
возможных отношений в последующем по отношению к нам. Но тема эта не закрытая. В перспективе, когда государство, возможно, подойдет к решению этого вопроса, может, когда-то и встанет этот вопрос. Вы ответили как политик, не конкретно. Только не сейчас. Не сейчас. Вполне возможно. Вот по поводу вопросов от людей, я вам сказала, что их много. Оппозиция все время упрекала власть в нерешении этих проблем. Вот то, что мы озвучивали выше. В случае, если ваша команда придет к власти, вы должны будете решить все насущные проблемы граждан, начиная от яслей и заканчивая железной дорогой, нефтью и так далее. Причем в кратчайшие сроки, мы ведь перемены хотим уже завтра. На мой взгляд, в вашей команде придется тяжелее всех, а вам придется от слов сразу перейти к делу. Вам как минимум нужно переступить целую эпоху развития. Я думаю, что не только от нас ждут этих перемен. Кто бы ни пришел. Да, конечно, но если вы придете к власти. Каждый будет стараться создать эти условия. Но мы, те, кто декларировали и говорили о необходимости как раз-таки этих перемен, должны начать именно вот с этих вопросов. Вопросов о том, чтобы была реальная политическая система, сбалансированная, которая позволит перейти уже к решению потом и экономических вопросов. Но самым главным, для того, чтобы решить все эти вопросы, нужно решить вопросы единства нашего народа. Создать такие условия, которые позволят объединить наших людей. Идея созидательного отношения к нашему государству позволит нам совершенно по-другому потом уже завтра решать эти проблемы. И решаться они, я не сомневаюсь даже в этом. Когда вы встречаетесь со своими избирателями, какой вопрос чаще вам задают? В большей степени вопросы, связанные с социальной темой. Вопросы пенсий, вопросы заработной платы, вопросы медицинского обслуживания. Это наиболее характерные вопросы, которые ставятся перед нами избирателями. Псышвилы пазара соскуятах это псышвилистьерц. Апсуах милата таглазаши скупа звезда зипадагит рахит таглазаши ващуру забхазорат шию хабхазар лахмач хойтай бешрани тахаз апсуаху пай бешраштах гали таху хараху па наркотикат матбашарку с дисколомия дочи таху зяпсуаху шуксква крыштахи галара войт убаси пшатаглазаша хунткари хажулари ирскуа зара харапсуая нахзымцбу حخماش خوي خكنا شراوية شارع رتسيوش شو ما نسكي وبريت غلزاشي يارلسنا إشباح بصخري ويا زارا ندارز وجس خودش رتشوب إزبانا بزر حرت ديموغرافيا تغلزاشي دارز وتشار بيو حيراتكيس حبسراي حخيت خاني شبحوزيش أن عمدوا أن ناركوتيك وس يخا أشيما ذكر يرخرقنا يرتشود زوب استازارا يالصو أخا حمد زبارة دبسوخا حمدزم ديموغرافيا تغلزاشي إيغي حبرت حساقزر أبخان حزلاتشابيو زاركوا أشار زنيشة أتا أشار زنيشة أخوجا يخد نيلاك هيرتوينا أنبي دنرغو يتخو أبرت زاركوا رزبرة يخاو جران زي حاويت أبارر خرش عاويت حن أخا يتخوب دشقال زنيش يتزبطوب السوциал تغلزاشة يرتطوب أهنتكار رجانا خالا وبريزة تغلزاشة أويه تمرشود مرحوا يوز أجبابس يبز يورتيبش وسكان يري экономика تغلزاشة социал تغلزاشة دشقالي алот يخا الديموغرافيا وسبا حزبرت حتى خزر يتخوب ريباترياتسي يرينا ورقلن أزبرقي يخا داردز ويج الزارة كجزاك حتشار بأليد ياز أكرشوك سرشتخ ربجي هار يخن هنيتسيد يخا سيري يوقع تغلزاشي خرقنا يخن هيد حشتر أورتجي خجزاك تشكال رزنيشة تخو يخا ديموغرافيا تغلزاشي ريباترياتسي ويوتساس رزبرانا يقصد وماجتسن комитет يحامو أياش الزوحنا تقبلتو يا شوك سواخو بشوازر يقرص خماجتسن أخا
рымчи рылшара зхаӡом. Аҳәынҭқарра ахахьы иагароуп иҵегьы еиҳаны амалгьы рыҭара, афинанстә цхыраара рызнеишьа даҽакала. Убысҟан ҳарҭ ҳҭагылазаашьа ҿаԥсахуеит. Ҳмилаҭ аиаша азыҳәан аҭоурых уагәылаԥшыр, зқьы шықәсала аҭоурых ҳаугәылсны ҳааит, ҳхыԥхьаӡара ишмаҷызгьы. Издыруада аԥсуаа ирҳәо доуҳала иӷәӷәоу ҳарҭ милаҭзар. Аха уи ҳақәгәыӷны мацара ҳзынхаӡом. Иҟаҵатәуп ирацәаӡаны ашьаҿақәа, социалтә иҭагылазаашьа иадҳәало, аекономика иадҳәало. Убысҟан аҽаԥсахуеит адемографиа. Алеишәа ҷыда аҭахуп, амҩаду имҩаԥысуа иахьа убарҭ азҵаарақәа урыцәшәартә иҟоуп. Есышықәса хнижәаба иneреиҳаны ауаа аҭахоит. Иара амҩадуан. Уаҟа иара убри ашьҭахь абольницаҟны инаргогь, абольницаҟны иԥсыз дыҟоуп. Уи ахыԥхьаӡара ацнаҵоуп. Абраҟа анаркотик проблемақәа шәызлацәажәозгьы убригь нацҵан. Абарҭ азҵаарақәа рыӡбара ҳаламгар, ҳармыцхраар, иара абри аҭагылазаашьа заузгьы. Ҳәынҭқарра даараӡа ишәарҭоу аамҭа иҭагылара ауеит. Аха сақәгәыӷуеит. Агәыӷрагь сымоуп. Абарҭ азҵаарақәа зегь ҳаидгылан уаҩҵас рыӡбарахь ҳхаар, ишҳалҳаршо аиҭакра. Рауль Џьунгович, егьа ҳаидгыларгьы уажәы ҳаб амҩаҿы амҩаԥҟара еилазго уи азакәан даҵанакуазар, уи ишԥасҳәари, уи ацәҳароуп азакәан дақәшәартә иԥшусоума, мамзаргьы наркотикатә маҭәашьарақәа зызкыло, уи дацәгьа уаҩ иакәзар, сара дыстәуп, уара дутәуп ҳәа ус анакәха, аӷацәа шәырҳауеит шәара шәаннеилак, зегьы азакәан аҿаԥхьа зегьы еиҟарахоит ҳәа шәдәықәлар. Азакәан анагӡара ицәгьоуп аҩыза имазаара. Аҳәынҭқар иакәу, ачинуаҩ иакәу, ус ауаҩԥсы зегьы ирдыруазароуп азакәан зегьы рзыҳәан ишеиҟароу. Азакәан сара сзыҳәан хазы уара узын даҽакала ус ауа изыҟалацәоуп. Са стәы утәыҳәан абри ҳазҿу ҳааҟәыҵны, иара ҳара ҳадгылаҩцәа ҳәан ԥхьан ишыбҳәаз рома, уҭаацәа иалҵыз рома хаҭала. Ацәгьа иузыр, азакәан иара иаҳәо ала, амҩа иҳақәлартәуп шиаҳҵаргьы. Рауль Џьунгович, режиссер мне дает знать, что у нас время в эфире подходит к концу, поэтому перед завершением интервью у вас есть возможность обратиться к своим телезрителям, сказать им о самом главном и важном перед выборами. Самое главное и важное, наверное, все-таки нам нужно понять, что мы маленькое общество. Сотрясать его мы не можем. И хотелось бы, чтобы все наше общество подошло спокойно к процессу избирательной кампании. И в день голосования, чтобы все могли прийти и проголосовать. Проголосовать за того, как они посчитают нужным и необходимым для того, чтобы изменить завтрашний день. Я надеюсь на то, что меня услышат и мои оппоненты. Мы должны быть ответственны перед собой, перед своим собственным народом. И это позволит нам избежать многих эксцессов. Спасибо за интервью. Надеюсь, мои вопросы не выходили за рамки корректности. Я была предельно искренне в своих вопросах и надеюсь, что вы также предельно были искренни в своих ответах. Спасибо. Удачи. Спасибо. Ҳаҭырсқәо ҳтелехәаԥшцәан, сара ишәгәаласыршәоит, уаха ҳастудиаҿы дсасны дшаҳҭаз Аԥсны ахадарахьы акандидат Рауль Ҳаџьымба. Абзераз.